Добрый день, уважаемые телезрители. Сегодня мы снова в эфире. У нас в гостях известный политолог-эксперт Марс Сариев. Добрый день. Здравствуйте. Наша тема будет посвящена, скажем так, общим словом Китаю, киргизско-китайским отношениям, в том числе, что такое международное сотрудничество и что такое китайская политика. Поэтому добро пожаловать нас в эфир и приступим к беседе. Марс, я хотел бы начать издалека. Эти слова сказал Бонапарт Наполеон 200 лет назад. Когда Бонапарт Наполеон готовил поход на Москву, он раскрыл большую географическую карту и спросил у своего министра иностранных дел: «Месье, а что происходит с Китаем?» И министр иностранных дел Франции сказал так: «Господин император, Китай спит». И тогда Наполеон произнес сакраментальную фразу: «Китай спит, и слава Богу, пусть спит. Если проснется этот дракон, содрогнется весь мир». Почему уже тогда Китай и сегодня Китай является таким очень большим, страшным политическим объектом, с которым вынуждена вести торговую войну сверхдержава США, с осторожностью смотреть Россия, и вокруг Китая все происходящие процессы сегодня перемещаются в зону Тихого океана, приграничные государства вовлекаются в большую организацию, как ШОС. Почему с Китаем все-таки такая большая настороженность? Китай является одним из цивилизационных центров человечества. Я считаю, что Китай, понимаете, если взять, почему Наполеон это сказал, еще когда Европы практически не было, была Римская империя, скажем, это европейская цивилизация, тогда Китай уже процветал, и Китай являлся мощной державой, поэтому связи с Римской империей, потом с Византией, с Китаем были, тогда уже шелковый путь прокладывался, и тогда они чувствовали вот этот потенциал Китая, основанный на китайской морали, китайской философии, что это особый народ, который имеет стержень. Не зря же они себя называют срединным государством, потому что срединное государство — это значит государство, которое находится в центре, главное государство в мире, а вокруг варвары. Вот так воспринимался Китай, и вот поэтому называется срединное государство. И Наполеон был прав, это же гениальный полководец, руководитель. Поэтому сейчас, да, сейчас мы видим, как на самом деле дракон проснулся, и весь мир содрогается, и даже такая сверхдержава, как Соединенные Штаты, пытаются как бы немножко притормозить Китай, проводя торговые санкции, проводя торговые, так скажем, войны с Китаем. Китай поднимается, и я думаю, этот процесс как бы неудержим, и Запад все равно будет вынужден уступить первенство. А в чем зерно страха? Я вот вам в качестве точки для отталкивания хотел бы интересную вещь сказать, которую произнес, опять же, человек с другой, скажем, с другого материка, из-за океана, Збигнев Бжезинский. Он сказал: американцам может быть любой, а вот китайцам только китаец. И потом, в чем секрет того, что китайская цивилизация, она пугает все окружающие его территории, соседей? Ну, я понимаю, что в нас сидит и генетическая память, когда мы более 1000 лет воевали с Китаем. Великая китайская стена поставлена была из-за наших больших мероприятий против этой страны. Потом наши великие полководцы, как Чингисхан, тоже вторгались в эту страну. Почему Китая боятся? Феномен в чем? Китая боятся, да, Китая боятся. Хотя бы такой маленький пример. В европейских странах, в тех же Соединенных Штатах существуют чайна-тауны, да? Целые кварталы в городах. Лос-Анджелес, там, Сан-Франциско и других крупнейших городах.
столетиями существует, еще со времен, когда осваивались Соединенные Штаты, ведь железные дороги прокладывали китайцы, китайские рабочие. Сотни тысяч китайских рабочих были завезены, и они проложили вот эти все железные дороги, которые связали весь материк американский. От океана до океана. От океана до океана. Это руками китайских рабочих. И вот они могут прожить 100 лет в этих кварталах, не зная английского языка. Понимаете? Они нерастворимы. А других могут растворить. Понимаете, даже генетически, я не знаю, вот генетики я читал, это факт, говорят, что если межрасовый будет брак, китаец с любым из других рас, то в конце концов получается китаец. То, что китайская цивилизация, она как бы не растворяется, не исчезает, она не подвергается, как другие группы, каким-то переформациям. Знаете, я думаю, что здесь, помните такую фразу, когда американцы, ну понятно, холодная война, потом они победили Советский Союз, как бы этого полюса нет, как бы американцы предложили китайцам, давайте мы создадим G2, будем править миром, мы и американцы. Но китайцы как бы не пошли на это. И вообще, помните такую фразу тоже, что если, скажем, европейцы играют в шахматы, то китайцы играют в бридж. Бридж — это гораздо сложная игра. Потом второй момент. Европейцы, которые вообще-то создали эту цивилизацию, как бы человеческую цивилизацию, техно, и поэтому они главенствуют, у них матричная система двоичная, диалектика. Черное, белое, плюс-минус. Китайцев троичные. Понимаете? Не только плюс-минус, не только это диалектика, но и есть третий элемент. Понимаете? В этом их преимущество. Вы знаете, я вот вспоминаю вот такой момент. Я помню, что когда китайцы, когда восстание было, Дунган, да, они бежали, за них их преследовали, они бежали же в Среднюю Азию же, да. Они, когда переходили границу, Кокшалто, вот эти вот на нашу сторону, они, понимаете, другие народы, мне кажется, так бы не поступили. Они оставляли детей, сами переходили. Я думаю, что кыргызы или кто-то, детей бы все равно или вместе погибали. Потому что, ну, дети мы можем еще нарожать. А самих, вот, понимаете, вот такие отличия, они существуют. И я помню, в детстве у меня были друзья, в школе я учился, друзья. Я сейчас только осмысляю. Друзья Дунгани. Я в Нарыне учился 5 лет, я до 5 класса в Бишкеке, в 29-й школе, а с 5 по 10 в Чкалово в Нарыне учился. У меня были Дунгани до 8 класса, 2 друга было. И я вошел в этот как бы мир изнутри, потому что я у них дома все время, мы с ними все время катались, у них мотоцикл. Стал понимать, я стал понимать. Знаете, вот очень приятно иметь дело с ними, а дунгане — это просто мусульмане, но это тоже те же китайцы. Я на базаре, я потом только осмыслил, я думаю, почему так приятно? Вот у них покупать товары, все. Они никогда, вот, например, кыргызы или какая-то другая нация, они на противостоянии вот так видят человека, контрпартнера или соперника, или надо алш-керек, конкурента, да. Или с покупателем. Да, или с покупателем тоже, понимаете, надо как-то его когда победить каким-то образом. Да. Китайцы никогда. Для китайцев или дунган, которым были, им они дадут все условия, пожалуйста, да, скидку, все что угодно, да. Им главное мягкое доминирование. Вот ты сам, вот есть стратегема, лучше завоевывать сердца, чем города. Вот ты сам, им уже, понимаете, такие симпатии, что ты сам потом отдаешь все, потому что они создают среду, дружественную среду. Да, то есть моральная победа остается за ними. За ними моральная победа. Они не конкурируют тут. Марс, ну дальше я хотел поговорить о более программных вещах, которые произошли буквально недавно. У нас состоялся саммит ШОС, который прошел на очень хорошем гостеприимном уровне. Все международные наблюдатели, журналисты говорят о том, что прием был очень высокого уровня. Но, насколько я знаю, Китай выделяет Кыргызстану 80 миллионов долларов гранта. Индия выделяет нам 200 миллионов кредита. И
Вот у меня такой корневой вопрос. Чем отличается кредитная линия ШОС от кредитной линии, скажем, того же Запада, Всемирного банка, Парижского клуба или МВФ, или просто каких-то европейских банков? В чем отличие? На что они дают? На каких условиях? А эти условия мягче, эти условия более длинные, или эти условия какие-то в рамках каких-то, или это не чистые деньги, а какие-то технические средства освоения. Вот об этом можно? Да, конечно. Я считаю, вы очень принципиальный вопрос задали, потому что когда мы получаем деньги не от Китая, а от всего мира, причем которая построена на парадигме европейской цивилизации, в первую очередь европейцы, американцы и другие азиатские фонды, даже Япония, мы получаем по такой модели донор-реципиент. Понимаете, это англосаксонская модель, где и старший брат донор, и реципиент, мы, младшие братья, должны получать. У китайцев совершенно другая парадигма. Совершенно другая парадигма. Поэтому Си Цзиньпинь, он же сказал, что процветание Китая способствует процветанию всех, кто сотрудничает с Китаем. Поэтому китайцы и в Африке, и везде строят порты, города, дома. И на самом деле жизненный уровень поднимается. Да, да, они берут месторождения. Да, надо учитывать, Ресурсы. что если ресурсы, да, и надо учитывать, они учитывают. Это их проблемы, потому что китайцев привлечь к судебной ответственности нельзя, потому что если власти коррумпированы в какой-то страшно коррумпированной африканской стране, или это их проблема. Они как вода, они хорошо. Значит, такова парадигма, они дают эти деньги, потому что знают, что разворуют, понимаете? Ну, если это именно то условие, которое нужно исполнить, то они спокойно дадут деньги. Да, дадут. А потом, как они будут выходить из этого, это проблемы... Их. Да, как бы проблемы индейцев, шерифа не волнуют, понимаете? Поэтому если контрпартнер китайцев честен, если он соблюдает некие каноны морали, да, то китайцы работают с ним так. Поэтому у них нет жестких рамок. Почему они побеждают в мире? Они с коррумпированными властями работают по этой схеме. Но Не коррумпированные, работают по другой схеме. По другой схеме. Они на равных работают. Потому что им надо в любом случае результат. Продвигать свои интересы. Да, результат. Понимаете, у китайцев такая психология. У них нет такого понятия добра и зла. У них есть понятие, если это выгодно, это и есть добро. Понимаете? Поэтому нет вот такой парадигмы европейской, там, христианская мораль, или что, добро-зло. Выгодность. Ну вот та же модель, неважно какого цвета кошка. Главное, ловит да, мышей. Социализм, капитализм, там, Называйте как хотите. да, Северная Корея, там, я не знаю, там, Либерия, хоть как. Главное эффект, чтобы был эффект. Поэтому, если, скажем, это государство коррумпированное, власти коррумпированные, и они возьмут кредиты, китайцы дадут. Но потом, ну это же получается крючок, да, потом, как они будут выходить, это их проблемы, понимаете? Поэтому попадаются такие случаи, ну, как, скажем, в Шри-Ланке, когда порт они вынуждены были на 99 лет в аренду отдать, потому что не смогли. Они не просчитали, да. Но это проблемы Шри-Ланки, потому что они должны были, власть придержащие, все это считать, понимаете? Марс, еще здесь вопрос у меня такой. Вот, как вы говорите, сегодня Китай срединная земля, это новая парадигма, акцент переходит в Юго-Восточную Азию, где Китай является главным доминантом. Вот ШОС, насколько он состоялся? В чем его великий смысл? Сможет ли он превратиться в ООН, превратиться в НАТО, превратиться в более доминантную? Какая форма ждет ШОС? Ну, я сколько знаю, там 6-7 у нас членов, остальные наблюдатели и какие-то страны-партнеры. Да. То есть все-таки настороженность есть, не все готовы открыто сотрудничать с Китаем. И вот что такое сегодня ШОС как политический институт международного формата? Я думаю, что ШОС, политический институт международного формата, до сего момента он находился как бы в стадии развития. И вообще-то, по большому счету, это был китайский проект, потому что это инициатива Шанхайская организация сотрудничества, это инициатива Китая, и гигант Китай, входящий туда Россия и Центральноазиатское государство, конечно, это китайский проект. До последнего момента вот Циндао были приняты Индия и Пакистан, который, конечно, с удовольствием Россия лоббировала этот процесс, и теперь это уже не китайский проект.
Это сбалансированный проект, То есть туда пришли очень мощные партнеры. партнеры и контрпартнеры Китая в Да. какой-то степени. Да, Индия и Китай — это конкурирующие державы, во всяком случае, на азиатском континенте. И, понимаете, таким образом ШОС как-то уравновесился. И в этом отношении, конечно, были опасения, что он станет громоздким, потому что все-таки противоречия у Индии и Китая даже территориальные. Помните, в 60-е Да, годы да. Ахсай, Тибет, территория. Непал, да, Бутан, они все имеют с да, Китаем. еще Ахсай, вот это, помните, война конца 50-х годов, кстати, кыргызы там участвовали, вот, местные китайцы. И Индия проиграла. И вот эта территория Ахсая, она считается оккупированной. Вот. Ну и конфликт между Индией и Пакистаном, кашмирский, который сейчас в тлеющем режиме тоже. И вот они все объединяются в эту организацию. Ну вот это ШОС потом чем будет, Марс? Военной структурой, ни в коем. экономической структурой или миротворческой структурой типа ООН? Кем он в конце должен стать? Я не думаю, что ШОС превратится в некий военный блок типа НАТО или вот последней встречи. Но смотрите, какая тенденция сейчас идет. Никогда этого не было. Вот последняя встреча в Санкт-Петербурге перед ШОС, когда китайский лидер встречался с Путиным, прозвучала интересная фраза, освещенная в китайских СМИ: «Спина к спине». Китайцы всегда хотели иметь торговые отношения, экономические отношения, но военно-политическое сближение с Россией они отвергали. И построение ШОС на военно-политической базе они отвергали. Давайте, говорит, экономику развивать. Это будет А просто сейчас конкуренция. Да, а сейчас спина к спине. Мы защищаемся спина к спине. Это уже другая Да, парадигма. военная сила, мощь находится у России, Да, экономическая мощь да, находится у Китая. Да. Здесь у меня еще один интересный вопрос, Марс. Я когда готовил материалы, выяснилось, что ШОС на самом деле сегодня вот, по сухопутным коммуникациям, как железные дороги, занимает всего лишь 3% товарооборота в мире. Я почему об этом говорю? Потому что Китай сегодня лоббирует самые главные, это трансконтинентальные железные дороги через Евразийский континент. Там входит и Киргизия, и Ближний Восток, и Казахстан, и Россия, и Бамовская линия. И все это направлено в сторону Запада. Да. Китай понимает, что поддержать прошлый уровень экономики, когда ежегодный прирост был 7%, 20%, сейчас не получается. И для того, чтобы поддержать тот же курс, когда Америка уже выходит на открытые торговые войны, то для дальнейшего сотрудничества ему нужны более быстрые и более иные пути, как североморский путь. И вот через Кыргызстан планируется железная дорога. Очень споров много о нем, но президент Сооронбай Джеймбеков заявил о том, что пришло время ее типа строить. И вот мы, понимая это все, но с другой стороны, Марс, я замечаю такую геополитическую дилемму, когда на пути один пояс, один путь всегда возникают военные конфликты. И вот сейчас, если эти дороги через Кыргызстан, Казахстан будут строиться, развиваться, то это не грозит нам какими-то горячими фазами военных конфликтов, потому что я еще помню, что когда зародился ШОС, это лет, может быть, 12 лет назад, я вот не помню, один американский генерал сказал: расцвет Китая теперь остановит только война. И наблюдая то, что происходит в Сирии с газовыми потоками Катара, что Китай должен был через Иран протаскивать пост Гвадар и дальше. И потом теперь мы через Алайскую долину намерены строить или через Фергану на Узбекистан. Я вот эти вещи хотел бы спросить у вас. Грозит, не грозит? Вполне за лидерство, мировое лидерство грозит, потому что, смотрите, Великий Шелковый путь, он развивался, и цивилизации на его пути развивались, начиная от Китая до Рима. Да, правильно, шелк шел, все развивалось. Потом, когда начались великие географические открытия, все это затухло, правильно же? Да, появились вымерло. морские пути. Морские пути, да. И смотрите, сейчас Китай хочет возродить
Великий шелковый путь, трансконтинентальный. Именно по сухопутке. По сухопутке опять возродить все это. Тогда, смотрите, англосаксы ведь оседлали эти морские пути, коммуникации. Да, все проливы, все Да, заливы. это все деньги, это все, 90% порты, это англосаксы, Америка, Англия и другие. То есть Китай вынужден снова идти на сухопутные дороги? И он подрывает ведь основу могущества со времен Великого Британского союза. гегемонии, да, британского, англосаксонского союза, со времен великих географических открытий такого вызова не было. И вот теперь опять. Поэтому и происходит столкновение. Поэтому и происходит, поэтому и конфликты на пути происходят. Потом они бы хотели Китай, чтобы остался, ну как бы не имел сухопутных. Китай-то воспринимает, скажем, европейскую часть России, Россию как внутренний тыл на случай войны в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Со спины никто не напал. Не напал, да. И, следовательно, следовательно, а у них очень опасно. Почему Гвадар построили? Потому что Малакский, если пролив закрыть, да. все, Китай все остановит. Выхода нет. Выхода нет. Поэтому им нужны альтернативы. Поэтому они идут к России, готовы через морской, Северный Ледовитый морской океан путь, да. поставку грузов в Европу. Это подрывает англосаксонскую модель вообще управления миром. То есть происходит обыкновенная война за торговые пути и доминирование. Доминирование, да. И вот, к сожалению, Марс, у нас заканчивается время, и я хотел бы последний вопрос. Кыргызстану стоит бояться китайских инвестиций, китайских проектов? Сегодня все настороженно относятся. Вот на всем том фоне глобальном китайском величии, что пансионаты будут строиться на Иссык-Куле, и все боятся, что мы, как маленькая нация, подвергнемся большой экспансии, и что мы не сможем владеть, выдать, вернуть набранные кредиты, в том числе Китаю, о чем вы говорили на примере Шри-Ланки. То есть сегодня все-таки нам стоит бояться? Знаете, здесь я бы хотел привести... Кто-нибудь из китайского долгового капкана успешно смог выбраться? Да, запросто, конечно. кто? Это, вы знаете, все страны, кроме Шри-Ланки, вот Малайзия чуть не попалась, Пакистан, да, вот тоже как бы взяли кредиты. И африканцы, они в Джибути построили порт, потому что там они полностью взяли кредиты и не смогли. Они построили базу, военную базу впервые на Африканском роге. Туда привезли свои вооруженные силы для охраны собственного объекта. Да, и вот морских коммуникаций, которые Да. выходят с Персидского залива, они теперь контролируют Персидский. Потому что Джибути, это маленькое государство, оно полностью как бы взяла кредиты невозможные, которые вернуть. Понимаете, здесь фраза Козьмы Прудькова есть, помните, хочешь быть счастливым, будь им, да? И второе, сколько бы плохо не относились к Асхару Акаеву, все-таки он интеллектуал же, да? Он сказал одну фразу, очень ключевую для Кыргызстана. Вот говорят, что Кыргызстан не имеет выхода к океану, тупиковая страна, и как бы у нас в этом отношении мы как бы обречены. Он говорит, ничего подобного. Перед нами великий океан, это Китай. И все зависит от нас самих. Если китайцы почувствуют, что мы контрпартнеры, которые знаем 33 китайских стратагемы, мы можем построить антистратагемы. У кыргызов тоже есть стратагемы, понимаете? Понимаете, вот эти вот Гереге Сагайтам, Гелиним Сейнух. Куча таких стратегем. Просто они не систематизированы. Понимаете? И антикитайские стратегемы у нас есть, поэтому мы тысячелетиями, поэтому они китайскую стену против нас построили. Поэтому... Я соглашусь с вами в конце. То есть соседей не выбирают. Да, хотим мы, не хотим, Китай наш сосед. Да. По-любому мы обязаны и будем вынуждены с ним сотрудничать. Главное, и процветать. Главное нам просто найти свою хорошую точку соприкосновения, уметь отстаивать свои интересы и не быть безбашенными, как Шри-Ланка и прочие маленькие государства, которые попали в обыкновенную долговую яму. Да, да. Это как ломбард. Я вот, когда вы сказали про океан Китай, сколько возможностей. И часто говорят про морские пути, я все время задумывался, но почему тогда не процветают прибрежные тихоокеанские и африканские страны, которые прямо у берегов океана живут, что Коста-Рика, что вот эти Парагвай, Марагвай, они ведь тоже страны третьего мира, хотя живут на берегу Тихого океана, Атлантического, но почему-то колумбийские страны, они все неразвитые. Я все время
думал, что эта доктрина все-таки несерьезная, когда говорят, что ты, если не живешь возле океана, то ты нищий. А потом я смотрел эти нищие латиноамериканские, африканские страны, говорю, ну у них тоже ничего, значит, не от моря это зависит на самом деле, значит, просто думать надо по-другому. Например, Сингапур, да, это болото, практически маленький кусочек Да, земли. камыши со змеями, с лягушками. Да, и тиграми. Там эти шейхи, не шейхи, а на слонах, этими стрелами охотились на тигров, как бы индийские, как их называют вот эти шефы. В общем, смотрите, просто нужен человеческий ресурс, качество. Кто поднял Сингапур? Правильно? Один человек Да, со один своей командой. Да, который получил образование на Западе, правильно? В Англии. Да, в Англии, Гарвард. Ой, в Англии окончил. И, понимаете, здесь нужен качественный человеческий материал. И если китайцы почувствуют в Кыргызстане качественный человеческий материал, с которым можно разговаривать на равных, мы будем процветать. Понимаете, здесь, если ты выглядишь как еда, тебя обязательно съедят. Это поговорка американских спецназовцев. Мы не должны выглядеть как еда. Мы должны выглядеть равноправно, понимаете, со своими партнерами. И если они получают равноправные сигналы, то они будут с нами считаться, будут уважать. Мы должны выглядеть едоками. Едоками. Да, вот именно. Не уступать им. Спасибо большое, Марс, за нашу беседу, за вашу беседу. Я надеюсь, наша передача была интересной. Наша цель была не в том, чтобы в деталях рассмотреть итоги саммита или изучить саму суть Китая. Китай невозможно изучить. Это огромная человеческая страна, человеческая масса со своими ценностями, странностями, менталитетом. Мы хотели понять вообще, как развивается наш большой сосед, куда движется он, в каких параметрах он существует, и что нам, маленькой стране, которая стоит на пути этого большого дракона, нужно, чтобы выжить и быть достойным партнером. Спасибо большое, поблагодарим нашего гостя и до новых встреч. Спасибо.